Когда мои друзья из других городов или из других стран приезжают в Удмуртию и бывают в Ижевске, кто-то один день, кто-то несколько часов, я провожу им экскурсию по Ижевску, потому что это город, в котором живет сейчас более 600 тысяч человек, и у каждого есть места, которыми он гордится, которые он знает и которые любит. В последнее время, где-то за последние 5 лет, город очень изменился, и памятник, который мы сегодня здесь видим, это памятник крокодилу, и он тоже на моей памяти возник, потому что это был год культурной столицы Поволжья, и помню, как объявлялся конкурс на лучшую скульптуру, такую, малую архитектурную форму. Так вот, крокодил для меня стал не просто символом заводского Ижевска, рабочего Ижевска, потому что это же крокодильщиков звали, крокодилами звали кафтанщиков ижевских. Он стал таким молодежным и тусовочным, и каким-то свадебным местом. Я знаю, что здесь и свадьбы фотографируются. Я, например, родилась здесь, и мне здесь все дорого. И есть особенно дорогие места и особенно любимые, которые складываются в мою карту Ижевска, в мой Ижевск. И я бы хотела вам сегодня показать свой Ижевск. Совсем недалеко от памятника крокодилу, есть до улицы Коммунаров, есть площадка, которая называется «Исторически болото». Я не знаю почему, может потому что оно низменное было, но никогда оно на моей памяти затоплено не было. Но здесь всегда тусовались студенты УДГУ и мединститута. И когда я училась на 3-м курсе, я была влюблена в одного пятикурсника с другого факультета. У нас была пионерская практика. И вот здесь, на этом болоте, я с ним впервые поцеловалась. Это был первый и последний раз, а сейчас он стал заслуженным артистом Удмуртской республики. Хороший парень, я думаю, что он помнит этот эпизод. Мой Ижевск делится вот на ту маленькую часть машиностроитель, да, которая для меня уже просто фантастическая, потому что я говорю, я не сопоставляю, где были, а где реальность. А потом я не выезжая, практически не выезжая, жила здесь с 1983 года, когда закончила школу Малопургинскую и приехала сюда уже поступать на факультет романо-германской филологии. Я была очень самостоятельна. Я купила себе пиджак, я вставила в карман чернильную ручку от мамы первой доставшуюся. Ручка у меня сразу протекла. Я посадила огромное пятно на модном, как сейчас помню, в доме быта купили мы пиджак мне серый, я была такая гордая, что у меня была коса ниже пояса, я не знаю, на кого я походила, такая провинциальная, но очень желающая стать городской девушка. И когда я пошла в 1 класс, мне было скучно писать, вы помните в 1 классе там что делается? Закрасить, какие-то палочки делать, да? То есть подхода не было такого индивидуального. Мне было настолько скучно выполнять вот эти задания, что я стала получать 3 и даже 2. Вот эта школа, я теперь ее номера не знаю, может быть, это была музыкальная школа. Так вот, да. А сейчас вы часто здесь бываете? Нет, очень редко. Очень-очень редко, потому что вся жизнь, вот как она перетекла, как часы песочные. Смотрите, какие большие деревья стали. Вон, видите, какой высоты тополя? Они же, они вообще были маленькие. И вот мой дом 3-этажный. 68-й, поселок машиностроительный, дом 68. Вот, все, приехали. Приехали. Какое убожество. Какое безобразие. Я узнала Наденьку, да. Нормально. А сколько вам лет сейчас? Мне 54 года, Да исполнилось 22 марта. Я уже 2 года, 3-й на пенсии. А мамы, папы нет уже ваших? Нету мамы, мамы нет, 6-й год. Да. А папа 4-й. Вы так похожи на папу. Максим Максимович звали? Максим Матвеевич. Максим Матвеевич, да. Мама была тетя Лёля. Да. Тетя Лёля, так ведь? Угу. Я так хотела вас. Вы так и здесь живете? Так и тут живу.
Мне просто интересно, какого же я была роста, если я помещалась вот в этой ямке, и мы играли в магазинчике. Вот это был прилавок, я была продавщицей в детстве. Щепочки это были рыба, песок это был песок, камушки это были конфеты. Вот здесь вот я впервые вот в такой ямочке играла в магазинчике. И кошка тоже. Вот это вот окно, вот, это моя детская. И я точно так же, как эти ребятки, выглядывала в это окно, и птички пели. Кошки у нас, правда, не было. А кем мечтали в детстве стать? Я, во-первых, мечтала стать учительницей, потому что мне нравились очень учительницы. А потом все-таки я решила, учительницей, но разных предметов. А потом вот все-таки я остановилась на учительнице английского языка. И вот и туда и пошла. И ей и стала. По первой профессии стала учителем английского языка. Вот. Но потом мне захотелось еще кем-то стать. А все-таки артистические мои корни победили. И я стала артисткой. И профессиональное образование получила я актриса по второму образованию. Закончила ГИТИС, Российскую академию театрального искусства. Это было совсем недавно, вот в 2005 году я закончила ГИТИС. Сегодняшняя картина очень печальная. Ну, как бы то ни было, это мой Ижевск. Я здесь родилась, я здесь жила. Я его люблю. Жили-жили-жили рвия, жили-жили-жили рвия, жили-жили-жили, жили-жили рвия, жили-рбен, жили-рбен, жили-рбен гинеос, жили-рбен гине, жили-рамеда, жили-рбелем год-год, эбен верай, жили, эбен жилир, шуичко, жили-ре. Шуичко, жилир-рено, жилир-жилир, верай, жилир-верай. Вот здесь, именно на этой точке в центре Ижевска, на пересечении улицы Красной, здесь находится точка, из которой слышно сразу 3 источника амбиентного звука, колокольного звона. Это звон с Александра Невского собора, с храма Казанской Божьей Матери и с башни Ижмаша. Мы это экспериментальным путем выяснили в 2004 году, в июне, когда организовали 45-минутный концерт для 23 колоколов, которые вот на всех этих башнях расположены. На самом деле, если бы мы чуть-чуть повыше поднялись, тогда мы зрительно бы увидели все 3 храма, и все два храма и источник звука с башни. Но несмотря на то, что здесь вид загорожен на источнике звука, здесь все слышно, все вместе. Но другая точка — это то, что можно будет на глади пруда сделать это. И когда мы на кораблике выйдем и заглушим моторы, и город отдаст нам свои звуки чистые, экологические, колокольные, тогда, может быть, мы услышим. А пока сейчас город очень загрязнен звуками, но здесь, вот на этой точке, у нас есть возможность услышать такой голос Ижевска, голос моего Ижевска. Марлы пияй, марлы пияй, педелем пущачка есть, али кено, эй ты ясал, щедрем зеке то дыса.
Надежда Эдуардовна, скажите, пожалуйста, почему мы после путешествия по Ижевску приехали сюда, в Дом дружбы народов? Ну, потому что это место, куда все маршруты городские сходятся в последнее время, мне кажется, потому что здесь не только национально-культурные объединения обитают, здесь у нас очень хорошие специалисты в разных областях. У нас здесь и в области культуры, и педагогики, и журналистики, и дизайнеры, и технари, звукорежиссеры, и композиторы, и режиссеры, кого-то здесь только нет. И мне кажется, что для Ижевска это знаковое место, одно из новых брендов, и об этом сказали недавно результаты социологического исследования. И это все говорит о том, что в Доме дружбы должно быть интересно и весело и мне, и всем. Я возглавляю отдел международного финно-угорского сотрудничества. Поэтому это такой миф, финно-угорский мир, это романтическое сообщество, это все на отношении, там нет жестких границ, да, у нас нет государств как-то ограниченных финно-угорского, ну, в смысле даже мы территориально разделены и в России, и в Европе. Укрепляем связи удмуртско-коми, удмуртско-эстонский, ну, в общем, одним словом, финно-угорский. Может, для Ижевска это важно? Ну да, потому что Ижевск у нас очень неэтничный, или говорят, надэтничный, очень не удмуртский город, очень не национальный. Поэтому хотя бы финно-угорская идея национальная, она очень важна, такая хорошая прививочка. Здесь очень красиво, здесь очень комфортно, я хожу сюда как на крыльях и летаю каждый день. Еще не было ни разу, чтобы я сюда шла с неохотой. Сколько месяцев я работаю здесь, я всегда иду с большим желанием на работу. Это очень важно. Скажите, а есть ли в этом кабинете какие-нибудь значимые для вас вещи? А вот там балалайка у меня. Это я ее из дома принесла. Она не удмуртский традиционный инструмент. Это мне дедушка научил играть. Это и День Победы с ним я олицетворяю, потому что дед у меня воевал, у меня оба деда воевали. И бабушку вспоминаю, потому что мы пели вместе еще, когда это было. Этой балалайке уже, знаете, несколько лет. Наверное, конца, середины 80-х, да, получается, значит, лет. Ну, еще цветок, здесь, который мама мне дала, цветок роза, он из малой круги, и нормально прижился, он тоже мне такой домашний. И я здесь очень много принесла, я думаю, книг, оформление какое-то, чайник, посуду. В общем, я к этому офису отношусь как к продолжению дома.